Parlamentul դասամ սեսիստեմ работав ծախայս նսանգու դրսդ ցեչնցերիմոնիան։ Կոլումբիա տուրիզմում մայդանակակ բայստը ռեսպուբլիկա խուսար իրստուն վելդար սովետի դեպուտատա։ Parlamentul սարտարգասիդի Պյոտր Կուդբանն սանգուտացը Ադամը ֆարցախաս ցդես ռեսպուբլիկա խատբարձինադան չիակասկուտա խամ դոկումենտը։ Уважаемые парламентарии, на прошлой сессии парламента вы видели постановление о награждении медалью турецких коллегов ряда лиц, которые непосредственно принимали участие в становлении нашей государственности. Эти лица здесь присутствуют, за исключением тех, кого, к сожалению, уже среди нас нет. И прежде чем перейти непосредственно к вопросу, я бы хотел все-таки довести до логического завершения наши постановления, то есть наградить тех, кому, в принципе, мы, часть тех людей, которые, в принципе, мы обязаны, тем, что участвуют в государстве, и тем, что участвуют в парламенте, правительстве, и вообще есть у нас своя республика. Парламент Республики Южная Осетия постановляет наградить медалью парламента Республики Южная Осетия Кулымбек Торез, депутата Верховного Совета Республики Южная Осетия первого созыва в следующем составе. Джоева Павла Несторовича. Догузова Николая Гарсивановича. Կոլումբիա տուրիզմ մայդան խիցաչի բացի սուդուն խսանստը ջութը Պավել դղոստե Նիկոլայ Մամացաշվիլի Սոֆիա Խարիվաթալյանի Վալտե Սերգեյ Գալանտե Լյուդա Զաղիատը Ստալբեկ թջտը այլար չիլախսատը Ղազբեկ Qigagən çaldar adaymaçıda xurzaxçı Mercedes-də amalətə fəstə. Sexsən Qasitə Znavr, Valıtı Dmitri, Zutsatı Xacı Murad, Puxata Arun, Tedetə Muxarbek, Besatı Arçil qəbəstə Rutin. Atsaldəmən xurzaxta isimə fəxun Davud Seyfux sadəmə. Xaribatılyanid ümyaq buzıcını xəstə zaxta Kaysar qodu kutdu məsəlsə arxaydan axan bərzundar Kays kutdu. Я хочу от имени депутатов первого созыва, от имени народа Южной Осетии, от имени родственников Туреза Георгиевича выразить большую благодарность тем людям, которые вот эту медаль придумали, изготовили и сегодня радуют людей этой медалью. Турез Георгиевич был великим человеком, царство ему небесное. Он все свои силы отдал служению народа Южной Осетии. Отдал также полностью свою жизнь за нашу родину, за наш народ. Я хочу напомнить бывшим президентам, бывшим руководителям и сегодняшним руководителям, если народ забывает свою историю, если народ забывает своих героев, если народ забывает тех ребят, которые защищали и отдавали и жизнь, и кровь за Родину, то у этого народа не бывает будущего. То же самое, если руководитель Южной Осетии, любого государства забывает свою историю, то у такого руководителя нет будущего в глазах своего народа. Я еще раз хочу выразить благодарность и сегодняшнему созыву парламента, и будущему созыву парламента, всем нам, которые честно, бескорыстно трудились за нашу свободу, за нашу независимость. Огромное вам спасибо за Туреза Георгиевича. Турез Георгиевич вечно будет живой среди нас, среди живших. И дай Бог, чтобы и наши предки вспоминали, кто были защитниками Южной Осетии.
Parlamenti Սարդարգասի դեպուտերմա parlamenti քադը գրամատատ հակակ բակուտախ սազամ սվզար դեպուտատայ ցալդարը Ռաջի parlamenti ցեչեն Ամբերտ ավազն կոտաջ ակտիվու խատ քայրոյստուվիտը խայ Սեքսան քուծտը Իգր ջութը ինալ գաբարոթը յուրիտուատը ալան խբիաթ ալբերտը մկասատը ացամես Parlamenti բուզնեջը ֆստագայթը խորզախչներսետ կուլտուրա մինիստր զասիթը Ժաննա յա ալվորսունը խոսմա բականգա օրգանիզացիոն կստետա խայ Խորզախտը ցերեմոնի ֆաստախ գուստարմա խաստերցետ խասկանը խիծոդը բոկանգակուս դուամինիստա սամոզան սեսի խայադիստա պատսախադը սալակ բիբլտը անատոլիդար Խղդուն դակլադ ռոզվալղորաստա դեպուտատոն կուրբուսու մագասկա դեպուտատա խորզուն գավդստը խիծոդը կուստուավական տեստետամա արքասինոկ ծուխսինատտա Parlamenti Sardar Boçan xasbanısan kota xitsada kuzde sayrak fadızdaxantan kayis barzund barakanан тамазагавы ю банысанканиnak Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, сегодняшнее обсуждение отчета правительства проходит на фоне подготовки партии к избирательной кампании в парламент Республики Южная Осетия. И это, безусловно, накладывает свой отпечаток на выступление коллег. И с нами оппонирование – это хорошо, когда оно позволяет услышать альтернативную точку зрения. Плохо тогда, когда присутствует необъективность. Поэтому я прошу вас сегодня быть объективными в ваших вопросах и оценках. Анализируя отчет правительства, считаю, что мы должны ответить на ключевой вопрос, какие задачи и цели ставили перед правительством в нынешних условиях и удалось ли их достичь. Детальный анализ представленного правительством Республики Южная Осетия отчета о результатах деятельности правительства в 2018 году показал значительный рост финансово-экономических показателей. Об этом говорит тот факт, что собственные доходы в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличены на 4,2%, а налоговые и неналоговые доходы безвозмездные поступления от негосударственных организаций увеличились на 37,9%. И мы ясно видим, что исполнительная власть во главе с президентом Анатолием Бибиловым прилагает все усилия для повышения жизненного уровня населения. Также хочу добавить, что впервые за всю историю инвестиционная программа была выполнена на 100%. Я думаю, что это заслуживает ваших аплодисментов. Deputatun korpus raz Rəcə Xəqləvərta finansı minister xəbəlata Deputatun korpus zonga öldəstə patsaxadı sayraq finansun dokumenti bərəkənəntimə. Uməgəskə puxatı erik yadaklad akcent sverta iyul sayraq dar aspektıl. Banısan kota xiyçadma parlamentan kayis ümök bərzinat vazıqcın farsı təskut sakanənə qottacı. Уважаемые депутаты, приглашенные, я бы начал до своего доклада поблагодарить депутатский состав 6-го созыва и присоединиться к тем благодарным словам и пожеланиям, которые были озвучены с экрана, когда на театре Черемени проводили собрание по итогам работы депутатов 6-го созыва. Все наши почти министры, они выразили свое отношение к работе нынешнего созыва. Я присоединюсь ко всем этим словам. Со своей стороны я могу отметить, что я доволен работой, потому что в течение того периода, что я стою во главе правительства, у меня никаких нареканий к депутату и к депутатскому составу не было. За это вам огромное спасибо. Ախամ օբյեկտա կը դրամուն театр Լենինգորը սկոլը վաղզալ գարունը տերիտորիալ ցվալատը ռավդոանդուն ամակորդ ընդար օբյեկտաների դակա լավարդերցեստի էքսպլուատացիա ձոապտա տենցները կունդումենտան В 2018 году завершили строительство Госдрамтеатра. Об этом уже говорить не будем, потому что стройка началась в 2014 и благодаря волевым решениям президента Анатолия Ильича этот объект был завершен. Были проведены по завершению строительства и вводу эксплуатации нового здания школы в поселке Ленингор на 132 места. Общей площадью 3,1 тысяч квадратных метров. С полноценным стадионом и игровыми площадками. Кто посетил эту школу, должны знать, что даже на Северном Кавказе таких условий для детей не создано. Одна только, если из Ленингора кто-то присутствует, для футбольной инфраструктура вокруг школы чего стоит. У нас в Южной Осетии таких школ нет. Дай Бог, чтобы там дети учились хорошо, и мы в будущем получали там хороших выпускников.
Значительный объем работ проведены по строительству детских общеобразовательных учреждений на привокзальной площади. Вы знаете, что к концу декабря здание было завершено, и в 2019 году, то есть в этом году, введен в строй. ورخ informații la verdərcət qorat mərayuntı teritoriyal rekonstruksiya kanənküsə təxəskun dərsə dudun fədildər. Gaz, elektroenergiyi dun, əmə kanalizasyon xətalta yivsə dəstəxiyçən önktil. В части замены сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения и благоустройства в 2018 году выполнялись работы по реконструкции 10 улиц. Перечислять я их не буду, вы их прекрасно знаете. Проведены работы по благоустройству этих улиц. Проводились работы по модернизации электрических сетей в районах республики, что позволит намного увеличить состояние энергетического комплекса республики, повысить энергобезопасность. Ну, хотел бы остановиться то, что в районах делается. В Ленингоре завершены работы по строительству магистральных инженерных сетей, водоснабжения, канализации, электроснабжения. В этом году работы будут по благоустройству завершены. Они уже начались. Эдуард Николаевич Ахтанов. Подключено порядка 500 абонентов к магистральным сетям, и в рамках благоустройства улиц завершены работы по устройству оснований тротуаров и проезжей части двух центральных улиц и площади Соловой. Завершены строительно-монтажные работы по зданию резиденции президента в поселке Дзава, который включает 4 комфортабельных номера. Кстати, хочу отметить, что благодаря Анатолию Ильичу эта резиденция была отремонтирована, потому что к нам, ну, знаете, сейчас в этом году должны завершить строительство гостиницы, но принимать высокопоставленных людей нам негде было. Сейчас эти условия там создали. За это спасибо Анатолию Ильичу и строителям, которые завершили эту работу. Одним из основных направлений расходованных средств госбюджета на 2018 год являлось финансирование инвестпрограммы правительства социально-экономического развития республики, которая в 2018 году осуществлена в объеме 1 941 183 рублей, что составляет 87,6% от утвержденных плановых назначений. В рамках инвестпрограммы в 2018 году выполнялись работы по 33 мероприятиям или объектам. В частности, строительно-монтажные работы на 8 переходящих и 21 новых объектов капитального строительства. На объектах строительства в 2018 году было задействовано 17 генподрядных организаций, большинство из которых местные фирмы. В части жилищного строительства в отчетном периоде продолжались работы по строительству новых жилых микрорайонов города Цхинвал. Знаете, это в рамках указанных мероприятий были завершены работы по строительству и введены в эксплуатацию 2 жилых корпуса по улице Героев, это 200 новых квартир. Возведение по улице в районе микрорайона ЦАЗ возведение 275 квартирных жилых домов. Они будут завершены в этом году. Создание медицинского кластера на территории республиканской больницы, в частности строительство родильного дома и завершение капитального ремонта противотуберкулезного диспансера. Ввод данных объектов в эксплуатацию позволит обеспечить население республики высокотехнологической медицинской помощью, а со временем вместе с повышением квалификации врачей, что профилактики республиканской больницы исключить необходимость выезда населения за пределы республики. Փոխատերիկ խիցանայր զրտոներտակը արաստոդուն պրոցեսը օբյեկտը ցաուդունել սիխսան օզակդուն իրստուն գուրատը ստրպոր կմանդարտել էպատացը կոստը խասկուն ցանց ինվեստիցիոն программай фалгатте. В 2018 году велись работы по возведению зданий гостиницы в центре города Цхинвал, который обеспечит качественными гостиничными услугами гостей населения республики. В отчетном периоде велись работы по реконструкции городского парка имени Валерия Хубулова в городе Цхинвал. И эти работы также в этом году будут завершены. В рамках реализуемых мероприятий по закупке оборудования обновлена материально-техническая база ГУП управления благоустройства города Цхинвал. Вы это заметили. В городе новые
ящики для мусора, можно сказать, и, соответственно, техника по вывозу бытового мусора. Поставлено телекоммуникационное вспомогательное оборудование для 5 базовых станций, в том числе на сегодняшний день смонтировано оборудование на 2 станциях. Это на Пауке и Ахмаджи, что позволило обеспечить население Цинвалской и Ленингорских зон высококачественным телевизионным сигналом и приемом 22 цифровых телеканалов российского и местного телевидения. И в этом году эти работы будут продолжаться. Проведена процедура согласования с Минздравом перечня медицинского оборудования, предполагаемого как поставки для оснащения отреконструированного туберкулезного диспансера и прочих медучреждений республики. Следует отметить, что по всем завершенным объектам проводились работы по оформлению документации, необходимой для ввода и последующей передачи объектов эксплуатации эксплуатирующим организациям. Вы знаете, уважаемые депутаты, что эта работа в определенное время не проводилась, то есть соответствующая документация не оформлялась и не передавалась эксплуатирующим организациям. И президентом было поставлено перед Министерством юстиции вопрос, чтобы как только объекты завершились, соответствующая документация была оформлена и передана уже эксплуатирующей организации. И эта работа по сегодняшний день пока проводится по тем новым объектам 17-18 годов, которые были построены. Ну, по театру мне Эдуард Николаевич завершаем, уже года есть. Театр тоже примет этот, передадим уже на мороз. Так, в отчетном периоде совместно с российскими коллегами велась активная работа по формированию программы 2020-2022 годов, реализация которых позволяет кардинально улучшить состояние дорожной и инженерной инфраструктуры республики, в том числе наиболее густонаселенных пунктов, обеспечить население объектами отдыха и рекреации, улучшить ситуацию в сфере обеспечения населения комфортным жильем и объектами среднего и дошкольного образования. План мероприятий на 2020-2022 год утвержден на последнем заседании Межправкомиссии, вы можете ознакомиться. В 2020-2022 годах мы завершаем благоустройство города, больше 25 или 25 улиц будет благоустраиваться, то есть это те районы, которые не были задействованы до сих пор. В том числе строительство жилья будет проводиться, строительство дорог, ну и мероприятий там много. Соответственно, мероприятию вкладываются те средства финансовые, которые нам выделяет Российская Федерация. Բնաթույթ ֆորստտանդար դեպուտատոն կորպուսը ծմդիսկուտալ ֆադզդախանդար դեմոգրաֆին ինվեստակտավ տիեկտբերց qalonta ֆիդենը qıttok фонтана qismat мабира андar форстта. По отчету говорится о том, что средняя заработная плата она выросла на 1625 рублей по сравнению с 2017 годом. То есть мне чуть-чуть непонятно, потому что здесь в отчете нигде не говорится о том, какой уровень инфляции у нас есть, потому что инфляция, всем понятно, что съедает реальные доходы населения. И реальные доходы населения по отчету не могут вырасти на 1625 рублей, потому что инфляция их съела. Еще, если позволите. Вот у нас в Южной Осетии, это уже моя рекомендация, у нас в Южной Осетии до сих пор действует, как в Российской Федерации, прогрессивная шкала налогообложения, то есть НДС 13%. Я несколько лет подряд здесь в парламенте высказывался о том, чтобы сделать не плоскую шкалу, а прогрессивную шкалу налогообложения. Потому что наши жители, которые получают, скажем, заработную плату близкую к прожиточному минимуму, который равен почти 10 тысячам рублей, на мой взгляд, они не должны облагаться вообще НДС. Что касается зарплаты и инфляции, мы говорим, мы не можем их объединять. Инфляция, увеличение зарплаты, это увеличение зарплаты. Конечно, увязывать можно только в том плане, насколько возможности, покупная способность людей увеличилась. Правильно? Это, конечно, влияет инфляция. Но фактически мы речь ведем о том, что мы смогли за счет помощи Российской Федерации увеличить зарплату, а за счет собственных средств
увеличить пособия детские, там, и пенсии, пособия по инвалидности и так далее, и так далее. Поэтому сейчас связывать инфляцию с возможностями государства, оно как-то будет неправильно. Это первое. Второе. Что касается увеличения бюджета. Конечно, вы правильно подчеркнули. Вы правильно подчеркнули, что увеличение бюджета это в первую очередь связано с администрированием налоговых и неналоговых доходов. Совершенно верно. Но в то же самое время же параллельно работает программа по развитию экономики, правильно? И финансовые средства, которые были выделены, они сегодня находятся в работе. То есть мы заложили основу для того, чтобы в следующие годы уже переходить из администрирования, хотя администрирование тоже надо продолжать, конечно, администрирование имеет свой потолок, выше мы, конечно, не можем сделать, но в любом случае в этой части администрирования доходов еще очень много работы. В то же самое время, я еще раз говорю, есть основа для того, чтобы в будущем говорить о доходах в бюджет именно через экономику, через реальный сектор экономики, скажем так. В этом плане работа продолжается. Вы знаете, что сегодня идет инвестирование из российской компании, частные российские компании, которые инвестируют в вот эти сады яблоневые, сегодня высаживаются. Есть инвестиции уже по софинансированию, мы видим это и под ПРИСом, эти же сады. Ростон это то же самое. Другое дело помощь. Какая помощь будет оказана государству вот этим предприятиям, которые считаются уже, скажем так, производителями. В этом плане тоже очень много проектов, и эти проекты реализовываются. То есть параллельно с тем, что мы администрируем доходы, параллельно мы ведем и развитие экономики. Это и открытие воды в селе, это и открытие инвестиций в производстве вина, это и Ростон, это и сады и Листона, и это и те, которые я уже подчеркнул. То есть мы не можем их как бы делить, это должно быть параллельно. Но мы понимаем, что, к сожалению, такой работы по развитию экономики не было до сих пор. И то, что заложено инвестпрограммы прошлых лет, буквально там 2 года, 3 года, 4 года назад, которые вкладывались, вот это завтра даст свои плоды, и мы будем говорить, что у нас есть доходы, прибыли от экономики тоже. Это должны понимать. Что касается налогообложения и принятия закона о банкротстве, но в России закон о банкротстве тоже работает буквально недавно. Еще определенно нельзя сказать, что какие-то такие серьезные результаты есть, которые могут нам позволить говорить о том, что нам его тоже необходимо принять. Пока мы таких результатов не видим. То, что естественно у банка могут быть убытки по тем, скажем так, кредитам, которые есть, это тоже естественно. Это не говорит о том, что банковская сфера не работает или там кредитование бизнеса или частных лиц, оно неэффективно. Оно эффективно. Но, конечно, риски есть. И они будут, и в любом банке эти риски есть. И, конечно, для банка самое главное, конечно же, увеличивать возможности еще большего кредитования. Поэтому мы сегодня разрабатываем возможности, там, если не в классическом варианте, ипотечного кредитования, то какой-то свой вариант ипотечного кредитования, чтобы человек мог не ждать под себе социального жилья, а если он получает зарплату, у него есть возможность, то, чтобы он мог заключить договор с государством, и государство ему выделяет квартиру, за которую он платит там, в течение 10, там, 15, 20 лет, это как будет определено. То есть по всем этим направлениям работы идут. Что касается в принципе работы правительства, то мы с вами прекрасно понимаем, знаем, и цифры у нас в тех документах, которые вы получили, отчет правительства, они там четко отражены, и в первую очередь, конечно, по социальной направляющей, причем потому что с 17 на 18 год мы планировали, в принципе, так и сделали, чтобы бюджет
бюджет республики был социально, в первую очередь социально ориентирован. И нам это удалось сделать. То же самое мы сделали и на бюджет 2019 года. То есть фактически, чтобы поднять уровень жизни населения, нам бюджет надо ориентировать именно на социальные проекты. В первую очередь, еще раз говорю, конечно, нам удалось это направление чуть-чуть дать возможность и экономическому сектору для того, чтобы мы вместе принимали здесь этот закон, для того, чтобы у людей была возможность получать кредиты, причем кредиты довольно-таки, скажем так, в процентном отношении шарящие, то есть 5% это вряд ли где увидишь, там в Европе, конечно, где-то может быть есть, там и по 4% или по 3%, но 5% это, вы со мной согласитесь, что довольно-таки шарящий процент для того, чтобы предприниматель или там, юридически лицо планировало для себя какие-то проекты. Другое дело, опять-таки, мы отслеживаем все эти кредиты. И, конечно, понятно, что такие маленькие кредиты, как 300 тысяч, 500 тысяч, это тоже немного. Поэтому сейчас как раз Министерство экономики будет разрабатывать или уже разрабатывает положение, где могут выдаваться не 300 тысяч, а более большие, 1 миллион, 2, там, 5 миллионов. Но такие большие суммы, я считаю, что должны выдаваться именно предпринимателям, которые уже работают, и, значит, оборотные средства позволяют, чтобы он потом эти кредиты выплачивал обратно. Вот это еще такой планомерный шаг для того, чтобы уже помочь не малому предпринимательству, а уже конкретно среднему, ну если в рамках Южной Осетии, то и, скажем так, серьезному бизнесу. Да? И в этом плане, конечно, шаги будут делаться, они делаются. Պատսախադսալագմայարանը խասը դորտար էրզերտո անանիզինատ ყաղկանոդը ֆորսատել կուզունա ֆեստոգրաստաջի ացեֆադыздախան էրցետ բարագի վենզինետա սրաստ իմյոգ медицинун кластер. Вы прекрасно помните, когда планировали сделать наш, который сегодня действует, медицинский кластер, какие, значит, возмущения были со стороны поликлиники. Так? Были же? Были, и сюда приходили в парламент, и ко мне поднимались, и я с ними встречался, причем несколько раз встречался. Так вот, я вот недавно ходил в медицинский кластер, я зашел к ним, соответственно, где они работают в поликлинике, и спрашиваю их, ну, как вам, здесь удобнее или там удобнее? И все, фактически все в один голос говорят, что нам здесь удобнее. Почему? Потому что там несколько врачей занимали одну комнату, процедурных кабинетов не было, а сейчас врач, рядом процедурный кабинет. Более того, когда нам говорили, что это неудобно будет для больных, так вот, для больных это оказывается более чем удобно. Почему? Потому что если врач принимал здесь в поликлинике в центре города, он их отправлял в больницу для того, чтобы сделать УЗИ, там какие-то анализы и прочее. А сейчас этот больной прямо с кабинета врача выходит, заходит в соседний кабинет, делает вот эти все анализы и обратно приходит. То есть и для больных, и для врачей это очень удобно. Единственное неудобство, о чем они сами говорят, врачи, это говорят о том, что раньше нам было идти близко к работе, а сейчас далеко. Но это дело поправимое, ходят автобусы, маршрутные такси. И в Южной Осетии говорить о том, что далеко идти, это как-то даже неудобно. В Москве, чтобы добраться до работы, там 2-3 часа надо ехать. А тут пешком 15 минут с одного конца города на другой. Поэтому в этом плане я считаю, что именно развитие вот этого медицинского кластера, он как раз будет способствовать тому, чтобы быстрее реагировать на больных. Что касается здоровья людей, на самом деле мы, люди, сами виноваты. Почему? Потому что мы сами не следим за своим здоровьем. Вот смотрите, у нас недавно МФБА были здесь, проводили диспансеризацию. Каждый человек, по идее, и это, в принципе, работа врачей, и я думаю, что врачи должны выступать и по телевидению, и говорить своим пациентам, и соседям, и родственникам, и прочее. Все должны говорить, что
после 40 лет, там, 45 лет, ежегодно просто необходимо, обязательно необходимо проходить диспансеризацию. Руководство Южной Осетии все делает для того, чтобы возможности людей пройти диспансеризацию были. Вот когда мы последнюю диспансеризацию провели, я вам скажу, что мы спасли очень много жизней. Именно вот при этой диспансеризации выявили очень много больных, которым нужно было экстренно медицинское обслуживание. И мы многих спасли. Если бы наши люди поняли, что действительно эта диспансеризация нужна обязательно, то бы таких критических моментов оказания высокотехнологичной помощи там, в России, там, в Грузии, его бы не было. Мы бы на ранней стадии, поэтому на ранней стадии бы определили. Поэтому я понимаю, Министерство здравоохранения первоначально для того, чтобы у нас медицина действительно сдвинулась с места, и мы могли существенно и продлить жизнь людей, и увеличить продолжительность жизни, для этого в первую очередь должна работать поликлиническая служба. В первую очередь поликлиническая служба. Если мы поднимем поликлиническую службу на должный уровень, тогда уже можно говорить, что медицина в Южной Осетии поднялась на новый уровень. Пока же, к сожалению, поликлиническая служба сдвинулась с места, реально сдвинулась с места. Но для того, чтобы дойти до определенного уровня, для этого еще время нужно. И это время у нас есть, и возможность есть для того, чтобы ускорить этот процесс. В принципе, чем Министерство здравоохранения и занимается. Медико-социальный центр был сдан все-таки с техническими погрешностями. И в преддверии сдачи противотуберкулезной больницы я бы хотела, чтобы вы взяли под контроль одно такое обстоятельство. Все-таки туберкулезом болеют социально низкий уровень населения, и это инфекционная больница, и, к великому сожалению, там не предусмотрен санпропускник. Пока не сдан этот объект, наверное, все-таки этот вопрос надо как-то решить. И еще, что бы я хотела сказать, в вашем отчете все-таки хотелось бы увидеть акцент на онконастороженность. Мы не увидели цифры по онкобольным. Все мы свидетели того, что каждый день мы слышим, что опять у молодого человека или у молодой женщины, к великому сожалению, онкологическое заболевание. Очень бы хотелось, первое полугодие 2019 года прошло, хотя бы во втором полугодии увидеть некие программы по предупреждению онкологических заболеваний. И еще, наверное, все-таки надо было сделать акцент по сердечно-сосудистой патологии, потому что на первое место у нас каждый год выходит смертность по этому виду заболеваемости. Еще я бы хотела такое пожелание. В вашем отчете вы констатируете, что кластер завершен, он на сегодняшний день является мощнейшим медицинским центром, но, наверное, это пожелание Министерству здравоохранения, чтобы больше было преемственности между филиалами этого объединения, чего пока нет. И вопрос, опять-таки, централизации власти. Вы сами говорите в вашем отчете, что районные медицинские организации все-таки остаются как-то в тени. И ФАПы как были проблемой, они так и остаются. Все-таки, наверное, надо их подчинять Министерству здравоохранения. Ну, а все остальные вопросы уже были заданы, и мы получили на них ответ. Учитывая то, что количество денег на медикаментозное обеспечение было увеличено, хотелось бы все-таки в вашем отчете увидеть, растет ли льготная категория граждан, которые получают амбулаторно бесплатное лекарство, или все-таки в предыдущие годы львиная доля этих денег забирали эти амбулаторные льготники. А какая тенденция есть сейчас? Все-таки большая часть идет на обеспечение медицинских организаций, или все-таки эта же тенденция сохраняется? Конкретно отвечаю на те вопросы, которые были обозначены Агундой Феликсовной. В частности, начну с того вопроса, который был обозначен по льготному обеспечению льготных категорий граждан. Это у нас пациенты, которые нуждаются в приобретении лекарственных препаратов. У нас идет по статистике увеличение
количество пациентов, которые нуждаются в льготных препаратах. Основное увеличение идет по количеству пациентов, страдающих сахарным диабетом. Здесь прирост наибольший. Цифры абсолютно открыты, тем более, что Министерство здравоохранения серьезно озадачено вопросами открытости с точки зрения траты государственных средств на приобретение лекарственных препаратов. И мы готовы в ближайшем будущем, сейчас мы уже завершаем полностью формирование регистров пациентов и готовы по депутатским запросам предоставлять эту информацию. Более того, заинтересованы в том, чтобы народные избранники контролировали эту деятельность Министерства здравоохранения и точно так же готовы предоставить вам все цифры, начиная от сопоставления лекарственных препаратов по закупочным ценам в Российской Федерации и заканчивая теми данными, по которым они приобретаются в Республике Южная Осетия. То есть, еще раз подчеркиваю, что информация от Министерства здравоохранения исходит абсолютно открыто. Нужен запрос, готовы ответить документальным образом. Итак, возвращаясь к нашим льготным категориям пациентов. Небольшой прирост, небольшой, я имею в виду по сравнению с 2017 годом, потому что, с 2018, простите, потому что идет естественная убыль по онкологии и достаточно серьезный процент прироста по сахарному диабету. Значит, цифры тоже обозначены, это приблизительно до 50 пациентов ежеквартально мы прирастаем количеством страдающих сахарным диабетом. По степени выявляемости. Конечно же, последние обстоятельства, я имею в виду проведенная диспансеризация, усиление контроля на первичном уровне медико-санитарной помощи делает возможность выявлять заболевания, в частности сахарный диабет, онкологию, на более ранних этапах развития. Но это не означает, что пациенты не нуждаются в препаратах. Выявили, естественно, они начинают лечение, естественно, на них сразу же идет программа обеспечения льготными препаратами. Мы не можем этих пациентов, извините меня, по той или иной причине отказать им, избавить, скажем так, от социальной опеки, да, скажем, государства. Более того, могу вам заметить, я думаю, что всем известно, на сегодняшний день лекарственное обеспечение оригинальными препаратами, различие между оригинальными препаратами и препаратами дженериками достаточно серьезное. В Республике Южная Осетия оно на более высоком уровне, нежели в Российской Федерации. Ֆարստը վերդրցը ձորը ունեցակ արաստոդուն օբյեկտը բնատուն ցաճը բոկուսն կանեն կանանտել ama ձովը կոմունալու խազրոդը կուշտան տոսակուստ մզդը խաս պոֆիդնը фарстыл. Около 5 месяцев работники жилищно-коммунального хозяйства Азовского района не получают зарплату. Мы с главой администрации района с Андреем Валентиновичем вам неоднократно обращались. Мы знаем, что вопрос решается, и хотелось бы узнать, на какой стадии решения этого вопроса. Что значит, я работаю, а мне зарплату не платят? Этому работнику абсолютно все равно, кто там чем занимается. Там, руководитель ЖКХ, или руководитель района, или правительство, или президент. Ему все равно. Он поработал и не имеет зарплаты. Надо проработать, чтобы эту зарплату... А что у нас там? Люди получат. То, что неправильно посчитали в свое время. Но мы это когда обсуждали, это решение что какое-то было? Решение вот на ближайшем заседании правительства выносится новый тариф. Сказали, до 23-го должны были заплатить. Послушайте, одну секунду. Мы должны понимать, что деньги это не то, что лежит в тумбочке и вытащил оттуда и забрал. Их надо закон, надо вести до вот этого конечного, скажем так, получателя этих финансовых средств. Нельзя без расчетов, нельзя без решения правительства. Но это мы должны понимать. На это, конечно, уходит время. Но я думаю, что сколько времени? Неделя? 4 дня. 28-го. Ну вот до 5 июня, чтобы эти люди получили свою зарплату. Водопровод Ванадский бал. Можно сотка куба с розами? Водопровод будет построен, я из
скажу, что в полной мере она будет загружена, потому что пока дебет головного сооружения не позволяет его загрузить. Но это будет программа уже 2020 года. На самом деле, то, что происходило у нас с этой инвестпрограммой, когда у нас за годом не исполнялся или исполнялся наполовину, а сумма оставленная, сумма, называли вот эту сумму, оставили переходящий остаток и клали его на депозит в банке, вот эта ситуация, да, вводила меня как депутата, как простого человека, да, вводила из равновесия, чувство равновесия. На самом деле вот этот шаг вперед, то, что мы исполнили, правительство исполнило инвестиционную программу полностью, это на самом деле шаг вперед. Это есть возможность ставить перед нашими коллегами те условия, чтобы мы в полной мере усваиваем те средства, которые нам выделяет Российская Федерация. Это прекрасно, это хорошо, хорошо для всей республики. Далее немного горечи, столь сладкий пирог. Инвестпрограмма, как и любая государственная программа, она должна проходить через утверждение парламента Республики Южная Осетия. Парламент в полной мере должен участвовать в составлении инвестпрограммы, которая является, скажем так, краеугольной программой государственной программы. Уважаемые коллеги, мы ставили, Народная партия лично ставила этот вопрос много раз, во всяком случае больше 10 раз. Необходимо участие парламента в работе межправкомиссии. Нам-то сейчас скажут, что опять что там нету депутатов с российской стороны, с Государственной Думы, и наше участие там оно не совсем правильно с юридической точки зрения. Но, уважаемые коллеги, да, давайте следовать букве и духу закона. Если Конституция говорит о том, что депутаты парламента в полной мере имеют право, да, участвовать в разработке инвестпрограмм, государственных, отраслевых программ, да, то почему мы это не делаем, уважаемые коллеги? Դեպուտատը մացմի դիսկուտիոխան ֆորսետակուտ խիցոդը սարդորան խադիվջտան նրմա ախաստay կայնիստեուի էլեկտրոէներգի խաստակոստատերդգայքուտ ֆսցանց բնատու qadarmagayքուտ փայդագունցավը əfsəttum pensitə qismətsi բաուզան Ռեսպուբլիկայի էկոնոմիկուն ռաստանցովար պերսպեկտիվատայիս վալդոյդարտա qaun խազարոдан əmaftadortar əbbət ացı ֆորսետա ռոյստույլən բնակ զուապպետə. Уважаемые коллеги, я еще раз вас хочу поблагодарить за такую плотную работу парламента и правительства Республики Южная Осетия. Я знаю, что многие из вас, повторяюсь, конечно, не могу не сказать, я знаю, что многие из вас идут на выборы депутата парламента, зарегистрировались уже. Я вам всем желаю удачи, я вам всем желаю здоровья, я вам всем и нам всем желаю, чтобы парламент 7-го созыва также плотно работал с правительством, как работали вы. Խիցոդը բոքանգա կուստ կալասկանել սվարն ողումա դեպուտատուն կորպուս ռազրանը խասկուտա парламенте сардаргаси дебютер. В первую очередь следует отметить повышение эффективности кредитно-финансовой политики правительства, повышение результатов финансового контроля и за расходование бюджетных средств за использование инвестиционных ассигнований. При этом расходование денежных и других ресурсов происходило на постоянной и классной основе, прозрачно в полном соответствии с требованиями закона о государственном бюджете Республики Южная Осетия. Надеюсь, никто это, наверное, оспорить не может. Значительно улучшились темпы строительства, как программных объектов, так и так называемых долгостроек, благодаря усилению требований президента республики, а также в результате оперативных решений межправкомиссии. Здесь нельзя отметить положительный факт наведения порядка в сроках разработки проектной документации объектов, строительство которых осуществляется за счет инвестиционной программы. Хочу напомнить, что именно отсутствие документации было большим препятствием для дальнейшего исполнения этой программы. Решен такой важный организационный вопрос, как приведение в порядок, я об этом уже говорил, четко изложены в докладе правительства те достижения, которые были обеспечены в сфере развития реального сектора экономики, за некоторым исключением, которые есть, к сожалению, намеченные плановые показатели выполнены. В течение более чем 10 лет парламент Республики настаивал, что правительство разрабатывало государственную программу социально-экономического развития на каждый период в соответствии с соответственно распределенными размерами денежных ресурсов и представляло парламент одновременно с проектом государственного бюджета, с тем, чтобы депутаты знали, на какие конкретные мероприятия и какие суммы выделяются.
Такая программа имеет место быть, полностью состыкована с инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию республики. Совместно с парламентом отработана правовая база государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, соответствующий закон в новой редакции. Утверждена также программа государственной поддержки на 2019 год. Имеются сдвиги достаточно серьезные в социальной сфере республики. Тем не менее, есть еще некоторые недочеты, например, энергетическая безопасность республики, что мы наблюдаем во время частых отключений электроэнергии, и водоснабжение. Но эти оба вопроса лежат непосредственно на столе у президента, и в данный момент, как мы уже слышали из доклада от президента, из доклада Эрика Георгиевича, что эти вопросы сейчас решаются. Они не просто разработаны, они уже идет практическое решение этих вопросов. Конечно, нет должного порядка таких совокупностей, как связь, потери в электроэнергетике, цены на продукцию и так далее. У меня вот в случае тоже один вопрос к Эрику Георгиевичу. Сейчас в правительстве находится законопроект, который отсюда был направлен, нами разработан, в частности, фракции «Единая Осетия», о предоставлении льгот некоторым на электроэнергию, некоторым категориям граждан, в том числе ветеранам войны, которых, они уже говорить не приходится, ветеранам труда, ветеранам афганцам, венгерских событий и, конечно, в главную очередь, на что делался упор, это на многодетные семьи. Я думаю, что, не знаю, успеем ли мы его принять или нет, я думаю, что парламент следующего созыва его обязательно примет по льготам этих категориям граждан. Вместе с тем у меня возникает вопрос к Эрику Георгиевичу. Я знаю, что еще с незапамятных времен сотрудникам энергетики нашей республики предоставлялись всевозможные льготы, льготные выплаты по электроэнергии, включая даже 100% отмену платы за электричество. Это делалось, я знаю, потому что тогда, в то время, когда закон принимался, это постановление, тогда было очень тяжелое экономическое положение в республике, люди не получали зарплату годами, и таким образом поощряли работников электросети, чтобы они работали. Вот сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, сотрудники электроэнергетики получают очень достойные зарплаты, включая бонусы и все прочее. И мне очень интересно, когда эти льготы будут отменены для сотрудников электросети. Этот вопрос будет вынесен во время нашей об отмене вот этих льгот. Потому что значительная сумма, значительное количество киловатт-часов уходит на вот эти льготы. Льготы мы должны устанавливать для малоимущих, для детей, для инвалидов, конечно, но не для людей, которые имеют хороший заработок. В разы, можно сказать, даже в десятки раз меньше, чем в прошлые времена, так скажем, обтекаемо, выявлены недостатки, допустим, нецелевое использование бюджетных средств, превышение объема и стоимости выполненных работ, недостача товарно-материальных средств, тоже в различных министерствах, ведомствах и так далее есть. Имеется их десятки раз меньше, но они есть. И я бы, конечно, даже это не пропустил и поставил бы как некую претензию к правительству, но получен полностью большой, детально расписанный отчет генерального прокурора, который здесь присутствует у нас в зале, где четко сказано, что все эти нарушения уже попали в соответствующие инстанции, по ним ведется работа. Поэтому в упор это поставить тоже крайне сложно. Я свой доклад заканчиваю, хочу лично от своего имени, лично поблагодарить правительство Республики Южная Осетия, поблагодарить главу исполнительной власти, поблагодарить премьер-министра за ту работу, которую они выполнили. Как бы то ни было, те радикальные, в хорошем смысле этого слова, изменения, которые мы наблюдаем последние несколько лет, их невозможно не увидеть, и они не видны либо тем, кто не разбирается и здесь не живет, либо тем, кто пытается использовать эти моменты для собственных пиар-акций, включая, по большому сожалению, те выборы, которые у нас сейчас на носу. Поэтому я благодарю вас за выполненную вашу работу и предлагаю депутатам признать работу правительства удовлетворительной.
Իումյո կալասը պարս վաբարակուտո ըրթանախ մավարդուա, ընարորգում կալաս ըմա ինատատա իուլդա ռոզի կալաստացայ ֆաստիվագան խիցոդը բոքանգակուս դուամին ըստասամ օզան նմոդրցդ ռաստան բիսել։